Я сейчас упаду в обморок. Запись пошла. Какой кошмар. Ну, собственно, мы начинаем. И я сегодня вам принесла анекдот в тему нашего выпуска, или не очень. И звучит он так. Как называется место, где сидит охранник на кладбище? Ну, я не буду давать вам время угадать. Называется «Живой уголок». Мне очень напомнил этот анекдот ощущение, вот как в школе, знаете, стоишь перед классом, рассказываешь стих, и очень трясешься, и пытаешься не быть хуже остальных. И я решила, что это очень подходит под тему нашего выпуска, собственно, с Агнией, гештальт-терапевткой. Да, что думаешь, Агния? Про анекдот? Про анекдот. Ну, норм. Это второй мой любимый. Первый лучше не рассказывать. Ага, окей. Это Да, называется под конец можно. «Подпишитесь», и, возможно, Саша расскажет его потом в следующем выпуске, но это не факт. Скорее всего, расскажу. Да, что обо мне подумают другие, все лучше, чем я. Это правда? Или это все-таки какая-то вещь, которую мозг наш делает с нами, чтобы... Слушай, ну тут много чего может быть, я даже не знаю. Ну, то есть, если говорить про ребенка, который стоит, типа, около доски, перед ним там гигикающие его одноклассники, ну, это про неуверенность в себе, про страх, про какое-то суждение, возможно, которое последует, якобы вообще не факт. Ну, что-то про неуверенность в себе, наверное. Но у детей и у взрослых разная неуверенность в себе. Она такая там разными вещами как-то обґрунтовывается, да, там, исходя из опыта того, что человек пережил, какой у него опыт был, что там происходило, поэтому да, но все родом из детства, к сожалению, ну вот эти вот все страхи публичности, какой бы то ни было осуждения какого-то там от кого-то, ну, оно идет оттуда, к сожалению. Как я представляла свое взрослое, да, в детстве. Блин, я помню, я смотрела на одну такую девчоночку в подъезде. Я к ней когда-то в детстве ходила там, вот, когда родителям сложно, тебя отдают соседнему ребенку поиграться с тобой. Я приходила, она была вот такая, ну, на лет 6 меня, наверное, старше. Я помню, смотрела, я такая думаю, блин, вот это она взрослая, она такая классная. И потом мне становится около 20, как ей было тогда, и я такая, вот это ничего не произошло, как бы, все так же. Есть какие-то вещи, которые для тебя сейчас определяют твой успех? Определяют мой успех. Наверное, там, где я меньше выгораю, самореализация. Если у меня получается соблюдать мою рутину, значит, это хороший какой-то знак. Если я могу спать, я могу кушать. Да, звучит так, как будто бы все же собрались тут. Есть не могут, спать не могут. Вот, но если у меня есть интерес, то есть если я делаю свою какую-то работу через то, что, не знаю, мне кайфово копаться, изучать, и вот это вот все, тогда для меня это мой личный успех. А если это приносит пользу, то это все. Это вот шутка про, не знаю, все люди в НГО приходят из-за того, что у них есть детские травмы. Вот, и поэтому, мне кажется, я пришла для того, чтобы быть полезной, но сейчас я ухожу из НГО, чтобы быть полезной для себя. Супер тейк вообще. Ну, на самом деле подпишусь про людей в НГО, вообще люди, которые помогающие профессии проводят, я психотерапевтка, если что. И мы такие... На самом деле, да, ну очень часто, там очень-очень много. У меня есть в терапии люди, которые работали, либо работают там правозащитниками и так далее. И, ну да, прям понятно, почему они это делают. Ну, как бы свои штуки. Когда они становятся более здоровыми, они могут уходить, ну, в другие какие-то смежные сферы. Потому что уже отработали, ну, подпишусь. А что для тебя успех? Я до сих пор пытаюсь понять это, потому что, мне кажется, во многом мое понятие успеха определялось какими-то социальными штуками, типа вот деньги, капитализм, дом в лесу все еще. Я поддерживаю это, ну, типа, не капитализм, а дом в лесу, там, и то, что с этим надо выжить, к сожалению или к Да, счастью. но это все еще нужны деньги. И Да. как будто бы во многом успех для меня все еще про то, насколько комфортно я себя чувствую
Ну, согласна. стабильно Да, материально. да. Агния, ты что думаешь? Про успех? Да, Что такое успех для меня? да, Безопасность. согласна. Деньги там вообще не последнюю роль играют, это норм. Ну, сейчас в нашем мире, мне кажется, деньги — это то, чем ты можешь Ну, себя это обезопасить. базис. Да, ты можешь сходить к врачу, полечить зубы. Мгм. А вообще-то в Европе это дорогое, ну, это роскошество, я бы сказала. Зубы вообще. Да, да, да. И мне вот Невероятно. это, типа, подтягивает один зуб, и я думаю, Мои друзья ездят в Сербию для этого. Возможно, через 3, 2, 1 ты не сможешь туда ездить, сегодня но... нет, сегодня как минимум съемки, не успеваю, извините, может завтра. Ну, безопасность. Да, безопасность, заниматься тем, что мне нравится, и получать от этого энергию, потому что, знаешь, уже после Да. 30 там такая интересная тема с энергией происходит. Тебе еще непонятно, но Мне уже понятно, если она уже честно. просто близко к этому камдауну. Здравствуйте, я 5 лет в терапии, я знаю, что такое отсутствие энергии. Как бы, да. Ну вот после 30, а после 40 там как бы снижается вообще capacity вот наше, которое тело нам выдает этой энергии. И для меня успех — это когда я подзаряжаюсь от того, что я делаю. То есть я такая, да! Вот, ну вот что-то похожее, мне кажется, то, что я пыталась описать, что у тебя есть вот это, типа, какой-то драйв, не знаю, как описать. Вот, для меня классный экспириенс был вот в прошлом году, менторство. Я туда могла идти, думаю, такая, господи, сейчас надо будет разговаривать, какой кошмар. Я себя туда тащила. А потом проходит 10 минут, ментор рассказывает, что у них произошло, и я такая, вау, класс, супер. Ну, и я пытаюсь выстраивать вот горизонтальную коммуникацию, и от этого прям, не знаю, я прям могла потом встать, такая, убрать всю квартиру, там, не знаю, ну, не тревожно вот это вот убрать каждую мелочь, а это прям заряжает, обожаю такое, понимаю. Нету какого-то страха у вас ближе к 30 поменять сферу деятельности? Я ближе к 40, мне через месяц 40. Ближе к 30 к 40. Слушай, я не знаю, я просто настолько часто меняла свои, наверное, какие-то места работы. и Мне это не- кажется, они были примерно в одной М, плоскости. В каком-то смысле, да, но учитывая то, что по образованию я там пиарщица и в коммерческой сфере была, то потом для меня скорее разделение было то, что я ушла из коммерческого в некоммерческую, а сейчас такая, типа, меняемся. То есть все равно, если посмотреть, с чего там, условно говоря, начинала, чему я училась в универе и чем я сейчас хочу заниматься и занимаюсь, это прям такое, я не знаю, это как вот это вот графа. Да-да-да, это вот этот вот график, типа, все отлично, все плохо, все отлично, все Лиза, это плохо. биполярка. Я знаю, у меня есть биполярка. Так что, возможно, моя смена работы связана с тем, что я пытаюсь найти место, в котором смогу чувствовать себя комфортно, даже там вот с этой вот биполяркой, о которой мы говорим. Вот. А для тебя? Ты что же меняла? Очень много всего меняла. Да. И как оно? Ну, если учесть, что в детстве я хотела стать генсеком ООН. Ну, в принципе, ты сейчас во главе стола, но он не круглый. Мне кажется, у них там круглые столы, да? Не знаю. Ты не была там? Это да? какая-то лет теория 12. заговора? Что там Это только надо вот так круглые? сидеть, я не знаю. Посидим так, на всякий случай. Главное не разбить ничего. Да, я вас слушаю. Я заряжаю нас энергией. Иллюминаты. Ну, Вот это вот. ну, ты меняла. И как Ну, в оно? общем, то у меня, конечно, много было всяких способностей, наклонностей. Не знаю, ну, мне уже не страшно менять. Я вот, например, работала в продакшене, там, 4 года продюсера съемок. Ребята, вы понимаете, кто тут Ну, это? реклама, Ну, коммерческая. да. Коллеги почти. Потом, ну, я в маркетинге, ну, собственно, рекламу, маркетинг работал 12 лет. 12 лет. Ну, то есть в разных частях. То есть я там меняла постоянно клиентов, да, то есть такой, как ИПшник. То есть ты как ИП вела клиентов в маркетинге? Да. Ну да.
Прикольно, интересно, интересно. Ну и, собственно, психотерапия пришла просто как клиентка. А М. потом я уже начала учиться, это очень долго происходило. Это не то, что я такая проснулась, я сегодня стану психотерапевткой. Во-первых, там такой вход, кажется многим, что очень спокойный, ну, то типа легко, там 3 месяца курса и все. Но на самом деле, конечно, нет. Ну, Это то есть когда уже все подружки говорят, твои советы действительно действуют, и ты начинаешь думать, а вдруг у меня способности. Ладно, это Потом- обесценивание, я потом ты понимаю, но идешь это в шуточка, да. психотерапию, узнаешь, что советы давать Нельзя, если их не просят еще, как бы, И да. такой, о боже, что делать? Ну, в общем, на самом деле это большой рост над собой, да. Слушайте, я хочу поговорить про то, что какие социальные ожидания бывают снаружи на нас, в том числе и от изменения профессий, и что это такое, какие вы чувствовали в своей жизни социальные давления, какие-то, не знаю, фразочки, которые говорят голосом другого человека, я не знаю, там, мамы, папы, дедушки, бабушки или какой-нибудь тети из магазина. С чем вы с таким-нибудь сталкивались? Все такие. Ну, С точки старшего зрения профессии. поколения. Профессии? Да, вот кем надо быть, там, не знаю. Слушай, мне всю жизнь моя бабушка говорила, что я должна быть переводчицей. Неожиданно. Да. С какого на какой? А, я думаю, вон, там Агния бы работала, Да, и ты бы у нас, переводила, да? Перевод. Да, Да, и ты да. была бы серым кардиналом. Просто. Кардиналка. Ну, там не видно. Ладно, хорошо. Да, она мне всю мою жизнь говорила, что я должна быть переводчицей, и в какие-то 16 лет я согласилась, что ладно, я Серьезно? пойду, да, я поеду учиться в Минск на переводчицу, при этом абсолютно знаю, что я, скорее всего, эмигрирую и не пойду учиться на переводчицу, но вот такое у нее ожидание было. Мне кажется, она особо не складывала на мои плечи каких-то надежд, потому что... Блин, звучит и весело, и страшно, как говорится, и грустно. Она никаких надежд уже не было там. Ну, мне кажется, да. Я самая младшая из всего вот моего помета. Ага. Из моей Как семья родословной. называется? Ну, у меня нету сестер и братьев, это только двоюродные и троюродные, Ага. но моя бабушка их вырастила, потому что у нее 2 ребенка, и там, соответственно, еще есть внуки и внучки. Мне кажется, после них у нее немножко поумерилась надежд каких-то. Она просто На уже меня. такая... И мы проходили. Это Да. вот как Агния говорила про смену профессии. Типа, третий, уже как-то... Что будет, то будет. Ну, как Ну, бы, да? да. Мгм, я Не поняла. на переводчицу, на бедную дизайнерку в Европу, вот эту вот вашу. Ну, с кем не бывает. Это же уже третье. Ну да. Мне кажется, большая проблема, знаете, вот со сменой профессии, ожиданиями других людей, что типа у тебя сразу все получится. Вот А если не сразу. получается, то ага, надо Зря было сидеть, поменяла. надо было сидеть в своем стабильности вот этой вот. Вот жиру бесилась, наверное. Вот надо было там сидеть. Мне кажется, я это больше чувствую не от других людей, а от себя на самом деле. О, Самый сильный критик это Ну, внутренний. да. да. Он такой там, конечно, БДСМной вот этой вот одежечки. У меня на позапрошлой терапии моя психотерапевтка в прямом смысле выгоняла стул с моим критиком за дверь. И я потом ухожу с сессии и врезаюсь в этот стул. Ну, почти, ну, типа, я Ты такая... решила этого критика. А я его назвала «слон в комнате», потому что она у меня спрашивала, ну, как вы себя чувствуете, когда стул убрали? Я говорю, ну, сложно не замечать, что слон из комнаты исчез. Как бы я выхожу, я чуть-чуть так врезаюсь, и такая, не забудьте, пожалуйста, слона вернуть. Типа, я понимаю, что мне он, возможно, не нужен, но я очень солидарна с тем, что критик внутренний — это вот этот вот... Даже непонятно, какими там голосами, чем он говорит или она. Это какое-то такое эфемерное клочок негативной энергии к себе, который говорит... А чё ж ты неусидчивая такая? Надо дальше добиваться успеха. Мне кажется, нужно сейчас обратиться к Агнии как к терапевтке. А Что мы с этим переключаем, делать? да? Да, мы переключаем это.
Так, Агния, Так. психотерапевтка, вошла в эту чат, в комнату. сцену, да. Она здесь. Она с вами, она с нами. Ну, и что мы спрашиваем? Что делать с тем, что внутренний самокритик Да. включается? Выгонять его? Хороший вопрос. Слушайте, ну, критика нужна. Ну, так, Факт. вот так вот, как бы, Звучит по фактам, как да. мы будем развиваться, когда у нас нет вообще никакой самокритики? Ну, это какие-то блаженные люди, я таких не встречала. Ну, может быть, они есть, которые там в совсем каких-то здоровых семьях, где-то не на постсоветском пространстве родились, Мгм. и у них там, может быть, есть этот внутренний критик, но он такой поспокойнее, да, там такой рациональный какой-то, или такой чисто на лайте, да. Но в целом критика, самокритика — вещь хорошая. Вопрос в проценте, ну, типа, она на 100 выкручена, что Мгм. вообще не дает ничего делать, либо он на 20, и тогда, ну, это прям хорошо, или там на 30, на 40%. Если у нас есть этот рычажок, когда мы можем менять, то и прекрасно. Но обычного рычажка вот этого, он как бы на 100 и сломался, то есть, и ты не можешь уменьшить. И ты так, где, как Да бы, я- как выключить? И хочется его вот прям выключить в такие моменты, а это тоже ну, как будто бы в путь в никуда, если резко, мне кажется, полностью выключить. Слушай, нужно понять, что за этим, ну, какое чувство. Мгм. Обычно там тревога и страх. Мгм, И обычно мгм. людей, которые прям сильный критик внутренний, это люди, ну, они тревожные. Да. Иногда и клинически тревожные, да. Добрый вечер. И тут Мгм. уже разбираться, ну, можно даже и самостоятельно как-то попробовать, Да, что, да. ну, что там этот критик, что он хочет. Может быть, он меня оберегает от того, от чего-то, да, там, не Мгм. знаю, пойти в популярность, там, стать, не знаю, тиктокером, там, еще и так далее, светить своим лицом, это страшно. И тогда критик будет говорить: блин, это небезопасно, давай, Да, как-то вдруг там будут поспокойнее. комментарии какие-нибудь плохие. Они будут, Они конечно. будут. Мы их сразу отключим. Но мы вас вычислим. Я умею гуглить. Я спрошу у чата GPT, кто вы. Я не удивлена, Лиза. Извините, это была часть моей работы. Я умею искать про людей. Определенно. Да. Так что это? В общем, Что мы делаем с посмотреть, критиком? что за этим критиком стоит. Мне кажется, Потому очень что в целом, часто этот критик перетекает потом в синдром самозванца или самозванки. Мгм. И у 100%. меня очень такое часто бывает, когда я там прихожу... в паре они там тусуются вместе. Ну, конечно. да, в бане где-то. Не знаю почему. В бане. В теневом. В теневом Это бане. как этот фильм, вернее, это сериал по фильму, что мы делаем в тени. Вот это это я Про знаю. вампиров, да. Да, я смотрела Он такой смешной. фильм. Ну, есть фильм, и это просто гениально. Это мой любимый, мне кажется, один из любимейших фильмов. А есть вот, да, что мы делаем в тени, и там вот эти вот чувачки Мне сидят. кажется, сериал говно. Да, я согласна. Во, как вы тему меняете. Извините. Да. Так вот, самокритик. Самокритик, Ну, самозванец. Синдром самозванца — это такой страх, который мешает человеку чувствовать себя комфортно в той работе, которую он делает. Или, не знаю, в той ситуации, в которой он находится. В той общественной роли, социальной, которую он исполняет. Да, там, не знаю, я плохой студент, я там плохая психотерапевтка какая-то неудачная, не могу выдерживать клиентов и так далее, и так далее. Да. То есть это просто те сомнения, которые не совпадают с реальностью. Да. То есть, ну, как чекать и различать это синдром самозванца или это тревога там, обычная, или это все-таки что-то такое наносное, это просто проверять, ну, типа, проверять реальность. Вот, не знаю, там, ты думаешь, я плохая пиарщица или нет? Ты тогда проверяешь. Вот у меня есть профильное образование. Вот у меня есть, там, не знаю, N лет работы в этом. Я там интересуюсь там теми-то, да, там профильно, и все. То есть, ну, по фактам. У меня столько-то там, не знаю, клиентов, я не знаю. Ну, как-то просто проверить.
Ну, здесь, мне кажется, ну вот у меня мозг сразу реагирует на то, что, окей, у меня есть образование, но оно, Но. допустим, не... Вот всегда это вот это «но», там Ну, есть вот ставить такой точку, мем, да, но. ну да, но вот оно работает как мем, где дамба, и это как бы, это не мое дело, но, и там дамбу прорывает. И вот этот вот, типа, самокритик, он такой, это не мое дело, но образование у тебя не европейское. Что ты скажешь по этому поводу? Или, я не знаю, там, ты, конечно, молодец, у тебя там столько клиентов, но ты посмотри, как вот там, не знаю, у сына маминой подруги, вот сколько у него клиентов. Но мне кажется, это тоже вот про вот эти ожидания внешние, которые говорят вот голосами, там, не знаю, наших родственников, возможно, кого-то еще, учителей в школе. Блин, мне кажется, что, знаешь, сейчас уже больше голосами, не знаю, ТикТока, Да, да, каких-то да, тоже чуваков, возможно. которые мне 20 лет, я миллионер, вот эта вся тема, слава богу, она сейчас уходит. Тебе 19, тебе еще год остался, не волнуйся. У меня есть еще время поебланить. Но немножко, не расслабляйся. Чуть-чуть. 3 месяца, 2. Два? 2. Мне кажется, я помню даже когда. Окей, хорошо. Да, Мне ну, кажется, мы да. попробуем выгнать этих самокритиков, но это длительный процесс, как мне кажется. Надо его вот так вот... Слушай, не надо никого выгонять, да, ну, как в психотерапии. Ты же не можешь отчасти себя взять, отрезать. Ну, Ну, как это бы факт. можешь, но это вообще Это как бы сериал болезнь уже. разделения. Но смысл в том, чтобы понять, что за этим стоит, ну, что за этим критиком стоит. И тогда оттуда взять. Понимаете, самокритика, представляете, если у вас постоянно самокритика внутри, да, сколько энергии, даже мозга у вас тратится Да, на это правда. и она же на что-то почему-то тратится там. То есть понять, что там такого ценного для вас, для вашей психики, что она тратит дофига на это времени. Ну, я предполагаю, что чаще всего там будет что-то про безопасность. Да, Критикует вот этот вот чувачок внутренний, потому что мне безопасно. Возможно. Ну, Maybe если yes. мамиными какими-то голосами критикуют, возможно, это какая-то небезопасность семьи, да, там, не знаю, они переехали из деревни в город, и поэтому нужно быть самыми лучшими, там лучше всего показать, лучше там Зинки там с соседнего подъезда, но это же не наша история, это уже такая родовая, да, и тогда нужно понять, а что это для меня, что этот критик хочет, может, он хочет, чтобы, не знаю, я лучше свою работу делал, ну, это неплохо, нет? Ну, это хорошо, да, мне кажется, хорошо. Супер. То есть, Но всегда рационально было бы эту энергию, наверное, от самокритика направлять на эту работу, собственно говоря. Так нужно понять, что там за этим всем кроется, потому что по моим наблюдениям очень часто людей, которые очень сильные, вот этот самокритик, синдром самозванца, он просто настолько сильно работает, как бы такая сильная защита, что человек просто не начинает ничего делать, он же не может сразу классно сделать. Да, И это ты не будешь идеальным, и поэтому лучше и не Да. начинать. Мозг может так на самом деле обманывать, ну как через психологические защиты, чтобы человек ничего, ну там ты ничего не делала, потому что у тебя же не получится, и тогда придет критика. И тогда самый сильный критик — это твой внутренний критик, чтобы защитить тебя от того, что может потом случиться, что тебя, не знаю, уничтожат как-то, ну условно. Ну да. Как перебороть защитные реакции, и нужно ли это делать? Хороший вопрос, нужно ли? Это для того, чтобы Заканчиваем задавать вопросы. подкаст. Ничего не нужно, живите просто с этим критиком. И Не, ну гладьте действительно. траву. Да, уходить в лес, гладить траву, трогать, и все будет нормально. Да, просто на самом деле у людей индивидуальный ответ на это будет. Не всегда я там скажу, нет, боритесь с этим внутренним критиком, кому-то нафиг не нужно. Боритесь и поборитесь. Кому-то и хорошо, да. Я сейчас вот подумала про критика еще. И критик чаще всего, мне кажется, работает на сравнение. И причем на сравнение с другими людьми. С кем же? Да, С собой, что ли, сравнивать? И Тоже скажешь. вот я, наверное, часто сталкиваюсь с тем, что я работаю с людьми разного возраста. Вот, допустим, у нас с Сашей разница, наверное, 9 лет.
да? Ну, считай, почти 10. Да-да-да. И иногда бывает такое, что бывает вот это ощущение, блин, я не хочу показаться слабее человека, который младше меня, с которым я работаю. И вот я уже с этим почти что справилась, так, ну, типа, спасибо психотерапии. Оставлю контакт психотерапевтки внизу, на самом деле нет. Вот. Только меня оставь. Да, там будет только Агния, поэтому. Но от многих, даже там друзей, знакомых, слышала вот эту историю про сравнение себя там с младшим поколением. И мне кажется, это может быть младшее поколение не обязательно там, типа, на 9, на 10, Пятилетки. на 20 лет, да. Это может быть там, прости господи, 2 года, и люди беспокоятся из-за этого. Но это очень хорошо работает и в обратную сторону. Мне иногда кажется, что я на встрече с тобой забываю приносить паспорт, и потом я забываю, сколько мне лет, и выхожу оттуда и такая: так, почему у меня в 19 нету всего того, что есть у Лизы в 29? У меня тоже такое было. Ну, я прям помню, когда я там, не знаю, на последнем курсе работала в агентстве, я смотрела на всяких девчат, ребят, которые старше меня, я такая: а как мне быть такими, как они? Слушай, ну это вот возвращаемся в твой подъезд детства, к вот этой 20-летней девушке, на Да. которую ты смотрела. Ага. И вот все ответы мы находим там, в песочнице. Возможно. Но это же так грустно, мне кажется, что мы все друг друга сравниваем. Слушай, сравнивать хорошо. Ну Я да. тут это буду баба-яга. А мы просто с двух сторон такие. Наоборот. Слушай, ты как ты приносишь- поймешь, чего ты хочешь, если тебя не с кем будет сравнивать? Ну, если у тебя не будет каких-то других примеров вообще. Ну, и в обществе, и так. Ну, то есть, когда ты видишь, сравниваешь себя с кем-то, ты понимаешь, ну, во-первых, где ты, ну, так, социально, да, мы все социальные существа, как бы нам не хотелось жить в лесу, дом в И лесу, гладить траву. и гладить траву, тем не менее, мы живем в обществе, нам, чтобы понимать, где мы, кто мы, нам нужно как бы вот эти сравнения. Ну, Согласна. на этом зиждется общество, ну, в том числе. И сравнение — это хорошо. Мне кажется, во многом это заставляет становиться лучше. Ну, типа, возможно, если бы не Лиза, нас бы тут не было. Ну, или понимать, чего тебе не хватает, или чего ты не хочешь, какой ты не хочешь быть. Это же тоже сравнение. Это, ну и ты можешь увидеть, чего ты не хочешь. Это Да. даже такое, не знаю, провести какой-то анализ майндмап в мира. Саша начинает плакать, потому что даже подкаст я раскладывала в мира. Да, но да, прекрасно. это человек структуры, человек творчества. Да. Я посередине, помоги. Извините. Вы, как говорится, мы не говорили, куда зовем людей. Ну так вот. Но я сейчас еще просто вспоминаю, мы еще до подкаста подняли вот эту вот шуточку, которая не шуточка, про поколение снежинок. Я сейчас это слышу про зумеров, а когда-то это было про миллениалов. Да. И это, мне кажется, смешное Это такое. просто переходящий Да, флаг. это как будто бы... Сейчас у вас, а был у нас. Ну, ты слышишь это, ну, как бы в своем, не знаю, каком-то окружении? Я не слышу, но потому что я не нахожусь в этом окружении, которое мне это говорит. Я очень редко это читаю в интернете или Просто слышу, ты на в работу принципе. еще не пошла, наверное. Ну, нет. Не, ходит Нет. иногда всякие Ходит. работы, там, меняет их туда-сюда. Но это не моя вина, будем честны. No. Мы смотрим на Трампа. А где он? Не вижу. Да. Ну, я очень редко это слышу, но мне кажется, что я нахожусь вот... Мне однажды бабушка литовской на остановке сказала, мы с ней разговаривали про белорусскую политику, и она мне сказала, что большая часть литовцев находится в Бурбулюкасе. О, боже, я так люблю это слово. Это так прекрасно, Бурбулюкас. Да, я нахожусь вот в этом Бурбулюкасе, где мне никто такого не говорит. И, в принципе, я в довольно экологичном окружении. Возможно, я просто глуховата, я не слышу эти высказывания. Выборочный слух — это хорошо иногда для выживания. Мне кажется, это, возможно, да, то, что сохраняет иногда, выключает слух и
внимание и снимать очки, не видеть ничего. Да. Это восхитительно. Это Но это правильно. тоже этому надо учиться. Мне кажется, я родилась с этим. С чем? С глухотой? Ну, ладно. Не слышу, не вижу, не говорю. Принеси, пожалуйста, справку в следующий раз, мы изучим твой эпикриз. Слушайте, ну я постоянно слышу вот эти сравнения Мгм. зумеров с миллениалами. Я не знаю, год назад как началось в этих всех ваших Да, тиктоках, так и не кстати. может закончиться, я думаю, когда там. Но миллениалы, наоборот, ну, подсматривают что-то зумеров и берут. Мгм. Вот это вот такое, типа, мне не понравилось, вышла в обед и не вернулась. И когда вышла на работу, вот эта тема, Я миллениалы видела такие, такое. так можно было, я так тоже сделаю. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, потому что миллениалы загонные. Вот я скажу, как миллениалка, очень Да, от мне чистого кажется, сердца это правда. Но мы загонные. Зумеры тоже загонные, но по-своему. И вот это вот, ну, смысл сравнения классно. Брать то, что не Мгм, достает и мгм. прям хочется. Чего бы не взять. Вот это вот не нравится, уходи. Потому что наши родители не нравится, уходи. У них такой опции вообще не было. А в Советском Союзе, в смысле, инженер, там 20 лет на заводе каком-то работаешь, в смысле не нравится, уходи. Это как? Да, А да, куда? да. Это ж вообще был культ работы, что работа — это что-то на целую жизнь. Ну, в некоторых Стабильность вот культурах, тогда была, да, кстати, в некоторых стабильность. культурах же как раз-таки выбирают работу, это вот типа дело жизни. Если ты теряешь работу, то все, что-то идет не так. Но это Ну, ближе вот к как японцы азиатским. потом Японцам, идут, да. да, в этот свой лес, Да, где, исчезают там. да, Я забыла, Да. как это называется, к сожалению. ну, Ну или к счастью. лес Такие слова нельзя тут самоубийц, говорить. но Да, да, да. запикают. Хорошо. И мы вот Хорошо. хорошо, забудем. Да, запикаю. Ты будешь пикать. А, И мы начали говорить как раз-таки про то, что каждое поколение по-своему законное. И вот у каждого из поколений, наверное, по-разному звучит вот это, я не знаю, там, я не справляюсь, у меня не получается, вот при сравнении. И мне кажется, вот когда мы с Сашей разговариваем, у нас немножечко разные вот эти «я не справляюсь». И иногда кажется, что, я не знаю, там, Саша не понимает каких-то моих загонов, то, что я не справляюсь, я могу не понимать Сашины какие-то загоны, что она не справляется. Если это, ну, замечали ли вы это еще где-то, кроме, не знаю, там, личных бесед, даже, не знаю, в соцсетях, рилсики, тиктоки? Слушай, миллениалы — это те, кто придумали вот этот успешный успех. Так вот в чем проблема. Еще один повод позагоняться, что я миллениалка. По-моему, мы нашли, кого нужно сидеть в тюрьму сегодня. Да-да-да, миллениалов всех. Всех. Не хватит тюрем, к сожалению, или к счастью. Ну, Я ладно. вообще за систему... Боже, я забыла. За Смотрите. какую систему? За систему, которая не наказывает, а помогает Перевоспитывает. Да, Ну, исправить. терапия. Да, да. Кстати, вот прикиньте, в школах бы была терапия. Сколько было бы хороших работников? Детям не нужна терапия за исключением. Ну да. Ну, не терапию, а там, не знаю, самозаботу. А чтоб как в ты школе относишься делали. к вот этим вот тестам, которые приносили психологи в школе каждый месяц? На профориентацию? Нет, у нас были какие-то другие, вешали кружочки на доску с цветами. Нужно было расставить их в порядке. Но там ужасные цвета еще были, оттенки. У меня есть вопрос, в какой ты школе училась, и вдруг у вас был, типа, проверь, может, за вами был закреплен какой-нибудь безумный ученый, который на вас наверное, проводил... Эйлера или как Ну, там я не знаю, но их нужно было расставить Цветовые- в порядке убывания, потому как тебе нравится и не нравится. цветовой тест — это хороший тест. Да. Да. Но цвета там Он ужасные. онлайн есть. Наверное. Ну, как бы тебе как дизайнерке там ужасные цвета, но оно работает. Неплохой тест. Но зачем его детям делать, я не знаю. Нам еще проводили тесты на депрессивное состояние, на склонность к самоубийству. О, вот это мы точно запикаем. Серьезно? Да, Надо говорить не самоубийство, а самовыпилу, потому что Да, какое-то да. нормальное слово для YouTube. Да. Самовыпил. Выпил. Желание открыть окно, проветрить. И проветриться. Ну, чуть-чуть есть. Да. Это уже сейчас так в белорусских школах, да? Ну, Я немного мне в шоке, кажется, у меня такого была не какая-то было. особенная школа, Наверное. Вот я и которая тоже спрашиваю. находилась в Бурбулюкасе.
Потому что я не рассказываю, у других людей из Беларуси, даже моего поколения, ничего такого не было. Ну, у тебя еще ты в Сырники? Новополоцке учила Да, в школе, да. да? Все, я тебя сдала, где ты выросла. Были только тесты на IQ. О, у меня Всё, тоже у был нас тест такого на не IQ. было. Я тест на IQ приходила в школе-интернате. Вот я сижу как собака сутулая, потому что у меня сколиоз. Я 1 год была в школе-интернате по сколиозу. И там всех еще, кроме всяких там плаваний... вот Мне этого обещали, а точнее грозили, что я туда попаду. Слушай, Я тоже там для меня училась. это был очень Хотелось хороший опыт, но выпрямиться. сложный, но хороший. Вот, и там вот проводили как раз-таки всякие вот эти тесты на IQ и все такое. Школа жизни, скажем так. Наверное. Да. После школы-интерната, я там училась год в 4 классе, я перестала верить в Бога, наверное. И что-то в кого ты произошло. стала верить, я надеюсь, в себя. Наверное. Но мне резко развенчалось вот это вот. Моя мама довольно религиозная, и она меня к этому приобщала. И вот резко, спустя год, проведенный в этом интернате, у нас с ней в этом интересы очень сильно разошлись. Это классный показатель, такой или пример того, что наше окружение влияет на нас очень Да. сильно. В Это сравнении, да. То есть, если ты находишься в религиозном окружении, для тебя норма одно. Переходишь в другое окружение, все, там уже другие нормы, и тогда к себе что-то можно взять, что-то оставить, не знаю, если бы для тебя работала религия, да, для многих людей она прям такая опорная, да, такая хорошая опора в Я жизни. им завидую, честно говоря. Я тоже, у меня такой нету, например, у меня какие-то другие выстраиваются, но это можно как будто взять себе. Да, Когда конечно. поэтому в чем классно, когда переходишь из одного, там, не знаю, профессии в другую, из одного окружения в другое, и даже там приезжаешь в другие страны, потому что меняется окружение, ты себя самонаходишь через слезы и всякие такие адаптации, миграции. Сколько у вас было иммиграций? У меня 2. У меня тоже 2. В общем. Finger cross. На третью? Почему? Может, Чтобы- она будет самая классная следующая. В лес, в дом, в лесу. Японию? Да, в Японию. Только надо выбрать более хороший лес. Такой безопасный, я бы сказала. Подумаем об Чтобы этом. больше там никого не висело. Рядом, Я по это крайней вырежу. мере. Ладно, всё-таки Мы будем чёрные висеть на ёлы. разных деревьях, да? Извините. Мы с тобой точно. Хорошо. Когда что-то хочешь сделать, уже подкипает настолько, что ты просто начинаешь делать и отключаешь мозг. У меня это работает так, но на это нужно, годы. Ну да, учитывая то, что я хотела разговаривать про работу и mental health 5 лет назад, в принципе, я тебя понимаю, да. Я честно говорю, у меня нет никакого рецепта, как это сделать быстрее. Окей, то есть у тебя... А можешь привести пример, допустим, чтобы это было понятней, как это работает? Синдром самозванки появляется, на какую-то конкретную тему. Не знаю, я не смогу написать эту картину так, как я хочу. Очень, наверное... Слушай, в рисовании, в иллюстрации очень много такого у меня есть, из-за того, что я этим занимаюсь, да, мы это забыли упомянуть. Очень много такого есть, что ты начинаешь, возможно, уже даже делать, очень много эскизов появляется, но ты все еще не можешь начать делать работу, потому что ничего из этого не подходит. И как будто бы есть вот это вот совершенное что-то, к чему ты стремишься, но на самом деле же этого нету. И со страхом белого листа очень помогает бороться то, что ты изначально портишь тот холст, на котором ты это делаешь. Блин, это очень класс. классная метафора. Мне кажется, это совсем работает. Наверное. Но я, честно говоря, не знаю, как ее разгадать. Я вот говорю это, пытаюсь придумать какой-то высший смысл этому, но у меня не очень получается. Но я до поступления на журфак, я ненавидела писать тексты. Я писала разные тексты, такие записки сумасшедшего, что называется, там какие-то постики, что-то еще. Но мне было ужасно страшно писать какие-то вот прям рабочие тексты. И на журфаке это вот хочешь ты или нет, хоть я и не на журналистику училась,
тебе надо писать много текста, Да. много, невероятное количество. И я просто начала использовать для себя то, что я открываешь Word, и туда просто накидываешь какие-то слова, какие у тебя потоком идут, и разбрасываешь их на разные, не знаю, там, абзацы, не знаю, с новой строки. И у тебя Мгм. получается столбец из слов каких-то. И потом ты сидишь так, ну, теперь мы придумываем, что на это надеть. Но это как сделать скелет и на него уже нанизывать мясо, как говорится. Это работает так, но сейчас это можно было бы чату GPT скормить. И он бы такой, я тебя понял. Или там, я тебя поняла, смотря у кого какой чат GPT. Вот, и для меня это тоже работает метафора, это очень прикольно. Вы говорите про черновики, да? Происпортить Нет. холст сразу, ну, типа просто что... что-то в него кинуть, Мгм. чтобы это не было вот ощущение того, что а как с этим справиться? Ну, Мгм. это вот страх неначатого чего-то, Мгм. наверное, такое. Ну Вот. да, и очень часто, мне кажется, это ощущение, по крайней мере, у меня, Мгм. появляется из-за того, что я оглядываюсь и смотрю на, скорее, не на социальный фактор, но не то, что мы говорили про сравнивание, а про конкуренцию, потому что это все-таки какая-то профессиональная сфера. Мгм. И что ты будешь хуже в Ну, что профсфере, не чем так кто-то? конкурентно... Произнеси это слово за меня, пожалуйста. Конкурентоспособные? Да, что я просто не смогу выжить Ага. в этом. Как вы справляетесь, когда вы думаете, что вы не справляетесь? Ну, то есть, где можно найти какой-то safe space, в котором вы можете Ага. побыть собой, в котором вы можете паниковать, в котором вы можете не справляться? И что это может быть? Слушай, ну это адекватное окружение. Ага. Мне еще Ну, кажется, что да. важно понять, что ты не справляешься по каким-то звоночкам до того, как ты уедешь в больничку. А ты собралась вот уже? Да, ну, я про то, что как понять, что вообще ты не справляешься. Некоторые люди настолько не понимают, что они не справляются, это опять же из-за конкуренции, про которую мы говорили, там, синдром самозванца, самозванки и же с ними. Некоторые просто справляются, а потом едут куда-нибудь на скорой в больничку. Либо там просто исчезают на какое-то количество времени и ни с кем не разговаривают, типа. И важно понять, что ты не справляешься, и разрешить себе, наверное, не справляться.